Кааба – одно из знамений ислама. Каждый мусульманин желает хотя бы раз в жизни посетить эту святыню. Для мусульман заповедная мечеть с Каабой и мечетью пророка, да благословит его Аллах и приветствует, внутри нее является самыми священными местами на земле. Поэтому в сердце каждого верующего человека эти священные места занимают высокое положение. Также они являются киблой для мусульман, в которые те будут направлять свои взоры до судного дня. Разрушение Каабы. Как уже было сказано, Кааба является святыней для всех мусульман планеты, и каждый из уверовавших готов стоять на ее защите. Но когда мусульманин впервые слышит, что к судному дню Кааба будет разрушена, у него возникает вопрос: как? Неужели мусульмане так просто дадут ее разрушить? Расскажем, кто, согласно хадисам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, разрушит священную для всех мусульман Каабу. Разрушение священной Каабы является одним из признаков судного дня, о котором нам рассказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В достоверных хадисах сообщается, что это совершит мерзкий человек из Абиссинии. Пророк сказал: «Каабу разрушит человек из Абиссинии, у которого короткие и тонкие ноги». Имам Аль-Бухари и Муслим. Также в хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, описывает того, кто разрушит Каабу, как человек без волос на голове, с искривленными суставами и тонкими короткими ногами. От Абдуллаха ибн Амра ибн Аль-Аса передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каабу разрушит коротконогий человек из Абиссинии, Эфиоп. Он разграбит ее украшения и обнажит ее стены, сняв покрывало. Я словно смотрю на него, лысого и кривого. Он будет ломать ее лопатой и киркой». Имам Аль-Бухари, имам Муслим. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Святость Каабы нарушат только сами ее почитатели. Когда же это произойдет, арабов постигнет ужасная погибель. Затем придут эфиопы и разрушат Каабу до основания, после чего она никогда уже не будет отстроена заново. Им же достанутся ее и сокровища». Имам Ахмад. Как это произойдет? Все это бесчестие произойдет во времена, близкие к судному дню, когда на земле не останется людей, которые поминают Аллаха и знают о Всевышнем, поэтому они не смогут восстановить Каабу, первый храм на земле. Великий ученый Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своей книге «Фатхуль аль-Бари» о разрушении священной Каабы пишет следующее: «Все это произойдет ближе к судному дню, когда на земле не останется ни одного человека, который говорит: Аллах, Аллах, как об этом сообщается в достоверном хадисе, который передает имам Муслим. От Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Последний час настигнет только тогда, когда на земле не останется никого, кто говорит: Аллах, Аллах». И тут у многих может возникнуть вопрос относительно священного аята, где Всевышний Аллах говорит: смысл: «Неужели они не видят, что мы сделали Мекку безопасным святилищем, когда как вокруг них людей хватает?» Сура Аль-Анкабут, аят 67. О том, что приведено выше, никоим образом не противоречит данному кораническому аяту. Во-первых, Кааба будет разрушена непосредственно перед наступлением судного дня, когда станут происходить самые невероятные события. Во-вторых, этому будут способствовать бесчинства людей, которые обязаны чтить Каабу и беспрекословно выполнять предписания Аллаха. И в-третьих, Мекка не раз на протяжении своей истории становилась местом сражений. Примером этого может служить нападение на Мекку карамитов в V веке по мусульманскому летоисчислению. В 317 году хиджры, первый день паломничества, они напали на мусульман, убили и ограбили многих правоверных. Они посмели убить паломников на территории заповедной мечети и даже в Каабе, разрушили купол источника Замзам, сдернули покрывало Каабы. Все это не противоречит благородному аяту Корана, а свидетельствует о том, что Всевышний Аллах не спосылает мусульманам испытания, когда они начинают ослушаться его премудрых предписаний.
Даже думать тяжело, что судный час наступит тогда, когда на земле не будет никого, кто бы произнес слово «Аллах, Аллах». Что же нам остается? Как проявлять терпение, видя признаки смуты в обществе? Зная из достоверных источников, что чем ближе судный день, тем тяжелее придется верующему человеку. Остается только просить Всевышнего, чтобы Он уберег нас, мусульман, от смуты. И, конечно же, должны понимать, что бы нас ни постигло, что бы ни происходило с нами, это от Всевышнего. Он испытывает своих рабов. Дай Аллах нам силы достойно пройти те испытания, которые постигают нас, мусульман, а также иметь огромное терпение, чтобы достичь Его довольства. Аминь. А если понравилось видео, поддержите нас лайком, и таким образом и вы, иншаллах, принимаете участие в распространении нашей религии. Давайте познавать ислам вместе. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.